Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите начать мастер-класс. Меня зовут Лилия Канатовна Галиева. Я учитель Республиканской музыкальной гимназии имени Газиза Аль-Мухамедова. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Победитель конкурса «Учитель года Республики Башкортостан» 2021 года. Я рада вас приветствовать. Спасибо большое, я вас рада приветствовать на своем мастер-классе. Утром вы смотрели и слушали замечательный мастер-класс профессора Башкирского государственного педагогического университета Райсы Ханифовны Хайруллиной, которая говорила о лингвокультурологии и ее замечательных возможностях. Мой мастер-класс продолжает и развивает те идеи, которые прозвучали в выступлении Райсы Ханифовны. Лингвокультурология – это замечательная научная дисциплина, которая открывает учителю очень большие возможности. Я покажу, как я использую лингвокультурологию в школе на уроках русского языка, родного языка. Тема мастер-класса – формирование лингвокультурологической компетенции учащихся через изучение русского языка в диалоге культур. Цель мастер-класса – показать целесообразность и эффективность изучения русского языка в диалоге культур в целях формирования лингвокультурологической компетенции и воспитания всесторонне развитой личности. Задача мастер-класса обозначена на слайде. Во-первых, обосновать научно-методическую базу изучения русского языка в диалоге культур в свете новых требований федерального государственного образовательного стандарта. Показать содержание работы по данной методике в музыкальной гимназии, где я работаю. Раскрыть методику создания детской энциклопедии «Палитра России» и показать приемы адаптации материала, ну и, конечно, раскрыть результативность применения моей методики. Все началось в конце 90-х годов. В 1999 году я познакомилась с замечательным ученым Леной Галиевной Саяховой, профессор БГУ. Под ее научным руководством я писала кандидатскую диссертацию «Учебный словарь реалий русской культуры как основа формирования этнолингвокультурологической компетенции учащихся». В начале 2000-х годов это было новое слово. Лена Галиевна сумела создать лингвокультурологическую научную школу в нашей республике. Под ее научным руководством работали замечательные талантливые аспиранты. В 2006 году нам посчастливилось написать учебно-методический комплекс «Русский язык в диалоге культур», который стал победителем конкурса Национального фонда подготовки кадров. Книги, которые были изданы по этому гранту, представлены на слайде. Я являюсь автором словаря «Концепты русской культуры в межкультурной коммуникации», который был издан уже в 2006 году. Уже, получается, 20 лет я занимаюсь этой темой. Методика изучения русского языка в диалоге культур потребовала от меня очень большой, широкой, разноплановой работы. Конечно, сейчас мы с вами должны во главу угла ставить новый стандарт образования. Анализ федерального государственного образовательного стандарта – это первое, что делает сейчас учитель. Дальше. Создание учебных пособий, словарей, элективных курсов. Все это я делала. Корректировка рабочих программ и календарно-тематического планирования. Разработка уроков, внеклассных мероприятий. Ну и, конечно, обсуждение в научно-педагогическом сообществе. Публикация статей в журнале «Учитель Башкортостана», который в нашей республике является единственным таким серьезным, фундаментальным научно-педагогическим журналом. В образовательных стандартах нового поколения заявленный личностный результат освоения основной образовательной программы. Очень важно, что звучит такое положение. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, представителю других языков, культур, другим гражданским позициям, к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России. В новых стандартах образования вводится понятие культурологическая компетенция, которая предполагает осознание взаимосвязи языка и культуры, языка и истории народа.
от учителя требуется изменить содержание образования и включить национально-культурный компонент значения лексических единиц, говорить о связи языка и культуры на уроках русского языка. Поэтому, конечно, в соответствии с новыми стандартами образования, та методика, в рамках которой я работаю, конечно, она, наверное, наиболее точно позволяет решить вот поставленные задачи. Основные направления работы. Во-первых, конечно, это работа с концептами культуры. Список концептов постоянно пополняется, видоизменяется в зависимости от класса, от задач урока. Но среди тех, которые у всех на слуху, и те, которые описаны, например, в лингво-культурологических словарях, и в том числе и на уроках русского языка, который мы с детьми создаем: дом, семья, музыка, талант, песня, слово, друг, бабушка, сестра, братство, добро, душа и так далее, и так далее. Их очень много. Этот список бесконечно можно продолжать. Второе направление работы – это лингво-культурологический анализ художественного текста. Очень хорошее, замечательное, продуктивное направление. Например, концепт «Окно» в русской литературе. В произведениях Ивана Тургенева «Отцы и дети», Толстого «Война и мир», «Оставь его окно», фотографии, на которые меня нет, и так далее, и так далее. Концепт «Окно» является таким очень важным образом в русской литературе. Анализ художественных произведений позволяет нам выявить единство в понимании образа окна, который часто позволяет нам понять философию автора. Третье направление – решение лингво-культурологических задач. И четвертое – это, конечно, проектная деятельность. Проектная деятельность – очень интересное направление работы. Я разработала и очень люблю такую проектную работу, как создание детской лингво-культурологической энциклопедии «Палитра России». Почему энциклопедия? Энциклопедия – это совокупность научных знаний по самым широким областям, по самому широкому кругу вопросов. Это справочное пособие в форме словаря по всем или отдельным отраслям. Для меня жанр энциклопедии дает возможность объединить разные жанры, разные произведения, разные продукты, если так можно говорить. Почему палитра России? Палитра – замечательная, удачная метафора, на мой взгляд. Она позволяет выразить мысль о многоголосии языков и культур, мнений, ценностей, о разнообразии красок и звуков, мозаичность, многоликость, единство. Вот эти мысли, на мой взгляд, являются очень важными. Разработка детской энциклопедии «Палитра России» – это тоже очень большая работа, и здесь воедино собираются вот совсем разные такие направления. Во-первых, от учителя требует создать банк художественных текстов, ярких, красивых, сочных, вкусных текстов, в которых раскрывается тот или иной концепт культуры. Дальше, подбор картин художников России. Наша страна и наша республика в том числе богаты замечательным талантом, которые создают удивительные картины, также раскрывающих ярко, оригинально те или иные важнейшие понятия культуры. Создание вот этого банка картин тоже очень важная задача. Дальше, музыкальная шкатулка. Музыка тоже раскрывает тот или иной культурный концепт. Собираю музыкальные произведения, романсы, песни, современная музыка. Вот сегодня мы услышим одно из таких произведений. Дальше словари концептов культуры. Я сама являюсь автором словарей концептов, а еще мы с детьми на уроках создаем такие вот словарные статьи, и потом мы тоже посмотрим, как это выглядит. Кладовая диалога культур. Что это такое? Поскольку мы живем в многонациональной, многокультурной республике, у нас есть все объективные прекрасные основания для того, чтобы реализовать принцип диалога культур. Мои ученики говорят на разных языках. Для многих из них родным является башкирский язык. Понятно, что я должна проводить сопоставительный аспект. Я должна рассказывать о русской и башкирской культуре, о русской и татарской культуре. Понятно, что я должна учитывать родной язык ученика и понимать, что ему близко. Кладовая диалога культур предполагает, что я собираю пословицы, поговорки, тексты, которые созданы писателями России, и на уроке работаю с ними также.
Кино в деталях и театральная афиша – это тоже интересное направление моей работы. Понятно, что в кинофильмах, и в классических, старых экранизациях, и в современных, есть очень интересная трактовка, толкование тех или иных понятий культуры. Театральная афиша, об этом мы также скажем. Считаю, что говорить о всесторонне развитой личности и не посещать с детьми театры, наверное, это несовместимо. Диалог языков культуры – это основной принцип, который я провожу в жизнь. Понятно, что в нашей многонациональной республике объективно существуют предпосылки для реализации этого фундаментального принципа. Языки и культура настолько переплелись. У нас республика очень интересная, разные религии, разные ценности, разные национальности. И вот этот принцип, мне кажется, он делает содержание образования, конечно, очень интересным, богатым. Детская лингвокультурологическая энциклопедия «Палитра России», вот ниже обозначены авторы, составители, это ученики 6 класса музыкальной гимназии имени Газита Аль-Мухаммедова. Что включает энциклопедия? Мы сказали, что энциклопедия собирает совсем разные жанры и позволяет собрать разные, разные интересные. Во-первых, это тексты о картинах художников России и Республики Башкортостан. Словари концептов культуры, которые мы создаем вместе с детьми на уроках. Энциклопедия текстов о цвете, словарь цветовых прилагательных писателей. Об этом также потом подробнее скажем. Лингвокультурологический словарь художественным текстом. Ну и мы говорили, театральная афиша, сочинение о посещении спектакля в театре. Как это связано с палитрой, я тоже чуть позже скажу. Смотрите, одно из главных направлений, интересных, ярких, на мой взгляд, это работа над созданием статей о картинах художников России. Работа над живописным произведением я стараюсь соединить с музыкой. Например, работа по картине Бориса Домашникова, нашего замечательного уфимского художника, «Утро в Новгороде» сопровождается прослушиванием музыкальных композиций, которые по своему содержанию, по своей тональности созвучны, на мой взгляд, с этим живописным полотном. Послушайте, пожалуйста, музыкальный фрагмент, который я включаю детям, когда мы рассматриваем картину Бориса Домашникова. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? Куда дорог, преклонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Замечательная интонация. Понятно, что на уроке мы слушаем фрагмент достаточно большой, целую песню можем послушать. Здесь и созерцание картины, рассматривание картины, и погружение в этот музыкальный мир, вот это особое настроение, на мой взгляд, позволяет прочувствовать вот этот дух, вот эту замечательную культуру России, которая изображена на полотне Бориса Домашникова. Тем более, что мои ученики музыканты. У нас музыкальная гимназия, и для них музыка, она очень важна. Если соединить слово и музыку, то для них это имеет какое-то очень такое важное значение, еще больше на них это воздействует, чем если просто говорить и работать с текстом. По картине Бориса Домашникова можно предложить разные задания. Вот здесь я представила по классам разные задания. Например, в 5 классе. Что можно предложить по картине Бориса Домашникова? Составьте предложение, используя имена прилагательные. Создайте портрет слова понятия «береза» в 5 классе. 6 класс. Усложняем. Проект. Создать текст описания картины Бориса Домашникова «Утро в Новгороде» с включением сложных имен прилагательных. Сложные имена прилагательные изучаются как раз в 6 классе. Составьте список слов концептов русской культуры. Подготовьте сообщение о соборе Святой Софии Великого Новгорода. Этот собор изображен в центре картины Бориса Домашникова.
В 8 классе можно предложить проект «Создать текст описания картины «Утро в Новгороде» с включением причастных и депричастных оборотов». То есть грамматическая тема, которая изучается в этом классе, она как раз хорошо ложится на вот такой вот лингво-культурологический материал. Подберите художественные тексты из русской и родной литературы, в которых раскрываются понятия культуры, например, Родина, Россия, ну и так далее. Учитель может предложить свой список. Дальше, в 9 классе мы готовимся к итоговому собеседованию, описываем фотографии, да? Но можно, на мой взгляд, заменить работу по подготовке к итоговому собеседованию не обязательно по фотографии. Возьмите картину, опишите эту картину. Создайте текст описания картины, проведите сопоставительный анализ картины Бориса Домашникова и Николая Фомина «Береза». Картина Николая Фомина перед вами на слайде. Тоже очень нравится детям, красивая, сочная картина, дарит вот это настроение лета. В 11 классе по картине можно предложить проект «Россия» Александра Блока и Бориса Домашникова, составить словарь концептов русской культуры по творчеству Блока и Домашникова. Понятно, что в 11 классе изучается творчество Александра Блока, вот можно замечательно и интересно это все связать. Словарь концептов культуры в 5-6 классе содержит концепты, которые вполне доступны для понимания и описания. Например, в 5-6 классе я беру такие концепты: береза, березовая роща, василек, дом, семья, мать и так далее. Ну, говоря о них, конечно, проводим сопоставительный аспект. На слайде наш национальный поэт Республики Башкортостан Мустай Карим. Когда говоришь о выдающихся людях, которые в своем творчестве прославляют те или иные концепты культуры, на детей это всегда действует как-то особенным образом. Они говорят: так это же наш Мустай Карим, это тоже для них авторитетное мнение. Получается, что у березы действительно нет национальности. Для представителей разных народов березовая роща – это особое место, которое связано с какими-то очень важными воспоминаниями. Концепт «Василек». Посмотрим, как мы описываем этот концепт. Перед вами словарная статья, которая создана с учениками 6 класса. Понятно, что работу над концептом «Василек» мы всегда сопровождаем рассматриванием картин. Василек. Вначале толкование слова, затем сочетаемость, этимология слова. Для 6 класса этого вполне достаточно. Затем мы раскрываем значение этого понятия как символа культуры. В России символ любви, духовности, верности, чистоты, семейного счастья. И, на мой взгляд, очень ценная, важная часть работы – это подбор текстов, в которых раскрывается тот или иной концепт культуры. Смотрите, сопоставительный аспект обязателен в словарной статье. Первый фрагмент – Андрей Вознесенский, «Васильки Шагала». Русская культура, русская литература. Второй фрагмент – это наша национальная литература. Назар Нашми, наш башкирский поэт, стихотворение «Васильки». Я беру фрагменты, которые по объему достаточно похожи, то есть небольшие произведения. И когда мы читаем и обсуждаем, то дети обнаруживают, что разные писатели, представители разных культур, носители разных языков одинаково трепетно относятся к васильку. Для них василек – это символ Родины, красоты родной земли. Вот этот разговор о растительном мире еще раз позволяет указать детям на то, что, ребята, какая у нас красивая природа, какая у нас замечательная страна, и какое единодушие в понимании красоты, в понимании любви к родной земле. Словарь концептов русской культуры в 7-9 классе включает уже более сложные понятия. Например, вот если вернуться опять к картине Бориса Домашникова, можно говорить о таком понятии культуры, как Великий Новгород. Вот собор Святой Софии, который изображен в центре картины. Дальше понятие храм, золотой купол и так далее, и так далее. То есть уже появляются какие-то искусствоведческие понятия, более сложные. Проект «Палитра России», конечно, всегда преследует те цели, да,
на уроках русского языка, которые связаны и с формированием грамотности, да, орфографической зоркости, и с развитием коммуникативных, безусловно, умений. Например, в 6 классе я предлагаю, когда мы изучаем сложные имена прилагательные, я предлагаю слова, которые нужно написать правильно. При составлении текста описания детям понадобятся эти слова, эти качественные, красивые имена прилагательные. Мы объясняем, как они пишутся, белокаменные церкви. Ребята, как мы пишем, почему, давайте объясним. После того, как мы орфографически с ними поработали, мы можем включить их в текст. Получается, разговор о культуре не отменяет работы над нашими насущными проблемами. То есть наши грамматические темы мы ведем, мы работаем, и получается, что вот эти два направления, они нисколько не умаляют ценности друг друга. Можно интересно работать и включать вот этот национально-культурный компонент на каждый урок. Вот сегодня Рася Ханифовна совершенно верно отметила. Буквально даже 2 минуты, 3 минуты на каждом уроке, но если вы проговорите о тех национально-культурных компонентах значения, то это уже будет работать на том, что у ребенка будет формироваться более широкая картина мира. Вот если посмотреть на практике, на уроке можно организовать в рамках творческих групп такую вот проектную работу. Ну, поскольку 2021 год является годом здоровья и активного долголетия, мы всегда эту мысль проводим, продвигаем. Вот, поэтому на обложке у нас вот этот девиз. Работа в творческих группах может проходить по разным направлениям. Например, юные художники. Что они описывают? Цвет, краски, колорит картины. Юные музыканты. Звуки, да? То, что мы можем услышать. Ребята, какие вы звуки слышите, когда смотрите на картину, например, Бориса Домашнего? Дальше, юные синоптики. Что они могут описывать? Погоду, состояние. Я не знаю, какой сегодня день, ребята, посмотрите. Какой день изображает художник. Дальше, юные писатели, они рассказывают о мыслях и чувствах, которые вызывает та или иная картина. Можно называть эти творческие группы по-разному. Все зависит от вашей фантазии и от тех задач, которые вы ставите. Понятно, что мои ученики музыканты, и поэтому они с восторгом хотят принимать участие в работе творческой группы музыкантов. Вот это для них близко, понятно и легко. Какое задание? Посмотрите, пожалуйста. Вставьте подходящие по смыслу прилагательные. На начальном этапе, конечно, ребенок не может самостоятельно создать полноценный текст. Я даю слова. Которые нужно вставить на место пропуска. Здесь отрабатываются, конечно, коммуникативные умения. Да? Потом со временем, когда вот эта работа уже пойдет и станет регулярной, конечно, дети будут создавать предложения самостоятельно. Дальше, вторая. Творческая работа. Раскрась картинку не карандашами и фломастерами, а словами, используя только сложные имена прилагательных. В этом вам поможет картина. Ну и также внизу вот можно предложить, если начальный этап слова для справок, если класс уже давно работает по данной системе, то мы никакие слова уже не предлагаем. Все зависит от возможностей класса и уровня их подготовленности. Что является продуктом нашей работы? Продуктом является текст. Красивый текст, который мы включаем в нашу детскую энциклопедию. Эта детская энциклопедия может иметь вид книги, переплетенной книги. Вот посмотрите, первый раздел – статьи о картинах художников России. Вот картина «Борис Домашников. Утро в Новгороде» и текст, который мы создали вместе с учениками. Понятно, что ребенку листать книгу, в создании которой он принял участие, это особая гордость. Повышается и самооценка, и интерес к предмету. Они подходят и листают. И им приятно, что они, так же как писатели, могут что-то творить, создавать. Вот так это может выглядеть. Понятно, что наполнение энциклопедии меняется. Например, вот это 6 класс. В 7 классе будут свои тексты, своя начинка, в 8 другая и так далее. Это своеобразная модель работы. Как это может выглядеть? Понятно, что я обращаюсь к творчеству художников не только
которые являются представителями русской культуры. Например, Файзрахман Аминов, татарский художник, замечательное имя, татарская культура. Перед нами такое яркое, живописное полотно на берегу реки. Детям очень нравится, потому что они видят в костюме этой девушки такие национальные, стилизованные мотивы. Им нравится описывать внешность ее. И они говорят о том, как называется вот эта шапочка, а какой это платок, а какой здесь орнамент. Они говорят там коромысло, ведро. Вот это для них важно, они это знают, тем более, что мои ученики, раз это республиканская гимназия, многие из них из деревень. И вот этот деревенский быт им близок и понятен. В результате работы над картиной мы также получаем текст «Волшебный мир красных» Файзрахмана Аминова, тоже входит в нашу энциклопедию. Второе направление нашей работы – это лингвокультурологический словарь к художественным текстам. Энциклопедия текстов о цвете, сложные имена прилагательных в произведении того или иного писателя, например, творчество Бунина, Федора Абрамова и так далее, и так далее. Ну, например, словарь цветовых прилагательных Ивана Бунина. Понятно, что каждый русский писатель создает замечательные тексты, и иногда находишь слово и удивляешься, какое оно меткое, сочное, красивое. Например, черно-ореховые глаза. Будоражит воображение, что это такое, что это за глаза такие черно-ореховые. Или светоносный океан. Каждое слово находка, каждое слово звучит как песня. И вот этот список слов, который мы составляем, он позволяет нам включать вот эти вот бунинские слова в наши собственные тексты. То есть Бунин начинает звучать и в современных, свежих, детских текстах. Творчество Абрамова изучается в 11 классе. Когда мы читаем фрагменты его произведений, мы обнаруживаем тоже буйство красок. Каких только оттенков зеленого нет у Федора Абрамова. Светло-зеленый, дымчато-седой, зелено-скромное, серебристая зелень, желтовато-зеленый и так далее, и так далее. Вот художник. Художник слова. Посмотрите, ребята, как он создает картину. Какая она мозаичная, какая она сложная, вся переливается. Словарь цветовых прилагательных тоже в 11 классе можно включить текст, в котором раскрывается вот это понятие черный. Каких только оттенков черного нет в этом тексте. Черно-серый, серо-черный, черновато-серый, серовато-черный, грифельный, аспидный, коксовый и так далее, и так далее, и так далее. И даже сон разбойника, вот такой цвет. Детям интересно размышлять, почему черный сон разбойника? Ну, видимо, разбойник во сне мечтает о том, чтобы его дела остались как бы неизвестными, незаметными, да, в темноте легко творить какие-то неблаговидные поступки, вот сон разбойника. Вот это тоже будоражит нашу мысль. Ну, из последних находок это произведение Франка Павлова, это французский писатель, современный французский писатель, рассказ «Коричневое утро». В 11 классе анализ этого произведения очень интересно проводится. Перед нами небольшой рассказ, буквально 3 страницы, в котором автор проводит мысль о том, что не должно быть вот этого единообразия. Он рисует мир будущего, он рисует мир, где победил коричневый цвет. Все только коричневое. Нельзя быть другого цвета. Рассказ начинается с того, что истребляют котов, которые родились другого окраса. Главный герой переживает, что же мне делать. Он усыпил своего кота, потому что он был не коричневый. Потом насаждается коричневость во всех областях. Коричневое радио, коричневые новости, коричневый быт во всем. Здесь иносказательно рисуется образ того страшного будущего, где единомыслие, единообразие вытеснило многообразие цвета. Своеобразная антиутопия, направленная против фашизма. Вообще, когда цвет только один, это говорит о диктатуре. В Советском Союзе был один красный цвет, в фашистской Германии один коричневый цвет. Вот это единоцветие, оно истребляет вот это разнообразие. И замечательно обнаруживать вот этот коричневый в тексте. Коричневый. Вот, даже если полистать рассказ, он очень удобен для анализа, он маленький. Вот если читают дети, например, занятия «Ну мы»,
Им трудно, потому что текст достаточно большой, и по содержанию, и по стилистике он достаточно сложный. А вот это произведение, вот на мой взгляд, очень удобно. Коричневое радио, коричневое животное. В конце рассказа стучит, слышит главный герой стук в дверь. За ним пришли. Потому что когда-то у него было животное не коричневое. Государство истребляет тех, кто допустил какое-то инакомыслие. Другое направление моей работы – это, конечно, посещение театра. Ну, мы поставили как амбициозную цель сходить во все театры хотя бы по одному разу. Как это связано с палитрой и с многоголосием? А вот так. Ну, например, вот здесь на фотографии с учениками 11 класса, еще до вот этой ковидной истории, мы ходили на спектакль «На дне» по пьесе Максима Горького в Национальный молодежный театр. Вот. И понятно, что я должна их заинтересовать, заинтриговать. Понятно, что Максим Горький, драматург, открыл многоголосие, полилог. В пьесе «На дне» звучат разные мнения, разные точки зрения. Мы можем обнаружить споры об истине, о правде, о красоте человека. Человек это звучит гордо. Вот все это говорит о том, что каждая точка зрения заслуживает внимания. И после посещения театра можно предложить ребятам такое задание. Концепты «Правда. Человек в художественном мире» Максима Горького. И тоже включить вот в нашу энциклопедию сочинения детей, которые посвящены как раз пониманию концепта. Что такое, например, человек? Что такое правда? Кто такой человек? Вот этот разговор очень интересен. Я говорила о том, что музыкальные произведения очень важны для того, чтобы раскрыть содержание того или иного концерта. Понятно, что современные дети – это совершенно новое поколение с новым мышлением. И действительно, правдиво говорят о том, что если человек старшего поколения информацию представляет в виде текста, например, текстовую страницу учебника может представить, то современный ребенок, он представляет себе, например, вот страницу в социальной сети. Да? Вот. То есть, говорят, клиповое мышление, поколение Z. Вот. Мы много слышим критических замечаний по поводу нашей молодежи. Но с этим мы и согласимся, с этим мы и поспорим. Понятно, что давать информацию молодежи сейчас надо по-другому. Классика не стареет, вечная классика. Надо это говорить, но надо это подкреплять тем, что мы должны постоянно показывать, что происходит диалог поколений. Не только диалог культуры, но и диалог поколений. Есенин прекрасен, Есенин вне времени. И даже современные рэперы взяли на вооружение тексты Сергея Есенина. Дети слушают рэп и прислушиваются к мнению рэпера. Раз рэпер ST читает текст, именно читает текст, Есенин, значит, Есенин, это здорово, интересно. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнован. Ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Ну и так далее. Современный рэп интересен тем, что они берут классические тексты и в новом звучании, в новой форме приближают творчество замечательных писателей до современного ученика. Шаганет и моя Шаганет. Очень много современных звучаний это произведение звучит. Это здорово. Такие музыкальные композиции должны звучать на уроках. Понятно, что вы сочетаете это с классическими романсами, с классическими песнями, но вот это новое тоже должно быть, потому что это тоже позволяет говорить о том, что мир разный, и музыка тоже разная, но всех объединяет одинаково уважительное отношение к русской классике, любовь к красоте и так далее. Тут можно очень много говорить, и разговор будет очень интересный. Понятно, что работа по данной методике требует от меня постоянной работы над собой, работу над созданием научных статей,
Например, одна из последних статей «Концепт кукушка в национальной культуре и литературе народов России» на примере произведений Толстого, Мусы Джалили, Мустая Карима, Кайсена Кулиева. Здесь разные поэты. Ну и понятно, что музыкальные произведения тоже привлекают, сама их анализирую, ну и на уроке мы тоже можем послушать. Слово «Диалог поколений». Полина Гагарина исполняет песню «Кукушка», которая звучала еще в устах Виктора Цоя. Песен еще не написаны сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мы жители на высотках, камнем лежат или гореть звездой. Детям нравится, когда на уроке звучит музыка, тем более есть поклонники Полины Гагариной, а еще в 11 классе, конечно, их больше привлечет Виктор Цой. Там совсем другой возраст, другой подход. В среднем звене можно, когда работаешь над концептом «Кукушка», послушать фрагмент этой песни. Вот здесь звучат важнейшие такие элементы понимания этого образа. Лирический герой спрашивает у кукушки, задает вопросы, и кукушка кукует и словно отвечает на вопросы. Вообще кукушка в русской культурной традиции – это вещая птица. Вот разговор о концепте культуры, если сопровождается музыкальным каким-то произведением, делает вот это понимание более ярким, на мой взгляд. Дальше. Весна, скоро все зацветет, заиграет новыми красками. Очень интересный, красивый концепт – это концепт сирень. Картин, которые изображают сирень в русской живописи, очень много. Они яркие, сочные. Я беру для описания в 6 классе картину современного российского художника Владимира Жданова. Картина называется «Утро в деревне». Работа над картиной также позволит нам создать хороший, интересный текст. Шестиклассники – это еще дети, на мой взгляд, они еще не взрослые. И для них очень значимым, весомым является, если их сверстник делает что-то хорошо, делает что-то талантливо. Сейчас мы послушаем фрагмент романса музыка Сергея Рахманинова на слова Екатерины Бекетовой исполняет Маклецова София. Девочка, талантливая девочка, поет она романс. Дети, конечно, с особым каким-то настроением слушают вот эту композицию. Итак, смотрим на картину и слушаем музыку. Особенно в исполнении девочек, конечно, на учеников это очень воздействует особым образом. Урок по картине Владимира Жданова я показывала в рамках конкурса «Учитель года Башкортостана», который закончился в конце марта. На уроке предлагаю ребятам такое задание.
Вот вы послушали романс, вот вы смотрите на эту красивую картину. Ребят, скажите, пожалуйста, а что общего у живописного произведения и у этого музыкального произведения? У них есть что-то общее? Они говорят, да, действительно. Иногда кажется, что как будто девочка перешла и села вот на стул, сидит в этом саду, читает книжку. Вот есть вот это созвучие, вот этот образ девочки, который поет, и образа, который создал художник. Здорово, если удается найти вот это созвучие, вот эту гармонию, потому что это убедительно воздействует на детей. Смотрите, и живописные, и музыкальные произведения одинаково говорят о самом важном, о красоте природы, о любви, о гармонии, которая как будто разлета в воздухе. Затем, когда мы описываем сирень, они говорят, какая она сочная, пышная, какая она красивая, какая она вкусная сирень. И говорят о том, что да, мы вот ели ее, пытались там найти особое такое соцветие, загадывали желание. Понятно, что разговор по картине всегда должен быть связан с их личными впечатлениями, с их личным опытом, с их жизнью. То есть мы всегда должны выходить за рамки просто, да, вот этого детального описания картины. Говоря о пейзаже, о красивом русском пейзаже, мы имеем замечательную возможность еще раз говорить о любви к родному краю, которая вдохновляет художников. Мы видим красивые, сочные краски, мы видим православные храмы. Вот она, русская культура, которая до сих пор привлекает, зачаровывает. Получается, русская культура, она уже вне времени, хотя картина написана уже во второй половине 20 века. Мы видим вот эту вот замечательную, нашу красивую Россию средней полосы, знакомый нам замечательный сад, дом. Говорить здесь можно о многом. Вот многие концепты русской культуры здесь на картине представлены. Можно взять отсюда для описания храм, дом, сад, самовар и так далее, и так далее. Книга – это тоже концепт русской культуры. Конечно, он универсальный, но в русской культуре он имеет особый смысл, особое значение. Испытываю огромную радость, когда удается найти какой-то хороший текст. В данном случае повезло. Нашла текст из рассказа Юрия Нагибина «Сирень». Здесь рассказывается о зарождении любви Верочки к Сереже Рахманинову, который является автором этого музыкального произведения. В этом тексте как раз очень ярко и интересно раскрывается образ сирени. Сирень – это символ первой любви. Верочка, глядя на Сережу, начинает внимательно внюхиваться в сирень, купает лицо в этой сирени, и после вот этого начинает как-то внимательно смотреть на своего кузена. Вот эта любовь пробуждается как раз в момент вот этого благоухания сирени. Отведала белой, потом голубой, потом лиловой сирени. У каждого был свой привкус. Белая, словно лизнуть пробку от маминых французских духов. Самая вкусная голубая сирень, сладковатая, припахивающая лимонной корочкой. Сиреневое вино понравилось Верочке, она стала лучшего мнения о длинноволосом кузене. Появилось чувство любви. Текст, живопись, музыка. 3 области искусства. Межпредметная связь между ними, наверное, самая близкая. И, наверное, достаточно легко организовать работу над этими разными направлениями на уроке. Мы можем анализировать текст, мы можем убрать знаки препинания, мы можем поработать над орфографией, мы можем еще много различных грамматических тем отработать на примере данного текста. И все это будет в комплексе работать на формирование разных компетенций, и лингвистических, и коммуникативных, и лингво-культурологических. Той компетенции, о которой я говорила в начале. Понятно, что сирень мы с вами классически представляем по учебникам, в которых дана репродукция картины «Сирень в корзине» Кончаловского. Описывали и наши родители, и мы описывали, и наши дети будут описывать. Классика не стареет, красочная, яркая картина. Но не все знают о том, что второе название
картины. Героическая. Можно предложить ребятам задание. Ребята, почему героическая сирень? Как вы это объясните? И тут вот такие рождаются интересные ответы. Она не боится быть самой собой. Она бросает вызов этой серости вокруг нее. Она яркая, независимая, гордая сирень. Вот удивишься иногда, насколько ребенок может так интересно, по-новому, свежо посмотреть на какие-то известные вещи. Поэтому я считаю, что не надо ограничиваться только описанием по картине. Очень здорово, если мы можем предложить порассуждать. Ребята, почему сирень героическая? Рассуждение по картине, натюрморт тоже может иметь место. Понятно, что краеведческий материал я использую постоянно. Перед вами картина народного художника БССР Александра Тюлькина. Картина «Сирень», тоже сочная, красивая. Находится она в нашем замечательном музее имени Нестерова. Музей имени Нестерова – одна из достопримечательностей города Уфы. После того, как мы смотрим на эти картины, мы можем с учениками пойти в картинную галерею и посмотреть те картины, которые мы видели на уроке. Вот и краеведение, и воспитание уважения к культуре родного края. Конечно, останавливаться только на том, что мы работаем над живописными произведениями, музыкальными произведениями и текстами, этого недостаточно. Мы говорили о том, что надо всегда связывать наш разговор с реальной жизнью. В Уфе ежегодно проходит неделя сирени. У нас есть замечательный Южноуральский ботанический сад. И уже традиционно каждый год проводится вот эта выставка. Уфимцы могут увидеть коллекцию с более чем 40 сортов сирени, отечественной и зарубежной селекции. Проблемный вопрос: как связаны сирень и Салават Юлаев? Салават Юлаев – это наш национальный герой, визитная карточка города Уфы. И те, кто покупает магнитики на автовокзале или на ЖД вокзале, видят этого национального героя, который поднимает, восседает на коне. У нас есть памятник Салавату Юлаеву, вот, визитная карточка, эмблема Башкортостана. Как они связаны? Оказывается, сирень Салават Юлаев – это роскошный и редкий сорт башкирского селекционера Сахаровой. У нее крупные, невероятно пушистые цветки, напоминающие оклады пирамидки. Рассказали о ботаническом саде, у детей уже возникло представление, даже желание пойти, а давайте мы сходим, а давайте посмотрим, вот, расширяем, да, вот эти представления. Диалог поколений, на мой взгляд, очень важен на уроках и русского языка, и литературы. Классика не стареет, да, не стареет, но все мы понимаем, что современные дети читают не так, как мы читаем. Классика иногда для них кажется, может быть, неактуальной, может быть, трудной для восприятия. Как сделать так, чтобы приблизить творчество наших замечательных русских писателей и поэтов и сделать их еще более актуальными? Конечно, сопоставительный аспект. Стихотворение Пушкина «Я вас любил» – классика. Классика, говорят, прецедентный текст, текст известный всем носителям русского языка. «Я вас любил», «Любовь еще быть может», учили наизусть, восторгались. Интересно повести разговор в таком направлении. Смотрите, современная поэтесса Вера Полоскова, лауреат многочисленных литературных премий, блогер, успешный блогер, для детей это очень важно и ценно. И в ее стихотворении мне бы только хотелось, давайте мы его прочитаем, осмыслим, и может быть мы что-то заметим. Мне бы только хотелось, чтобы, я банальность скажу, прости, солнце самой высокой пробы озарило твои пути. Мне бы вот разрешили только теплым ветром из-за угла целовать тебя нежно в челку цвета вороного крыла. Мне бы только не ляпнуть в шутку, удержаться и промолчать, не сказав никому, как жутко и смешно по тебе скучать. Когда мы читаем вот эти два стихотворения,
и говорим о том, что Александр Сергеевич Пушкин замечательный гуманист, и любовь он понимает как желание счастья любимому человеку, ту же самую мысль мы обнаруживаем и у Веры Полосковой. Посмотрите в первой строфе. «Солнце самой высокой пробы озарял твои пути». Одна и та же мысль. Понимание любви не эгоистично, а желание счастья, пожелание добра любимому человеку объединяет авторов разных времен, разных поколений. Понятно, что перед нами вечные ценности. Понимание истинной любви – это истина, правильно, да? Важная ценность. И если мы показываем, что это звучит и сейчас, то мы соединяем разные поколения, разные века, разные ценности и вырабатываем какое-то такое вот, хорошее отношение и к русской литературе, к современной литературе. Вот такой разговор, на мой взгляд, он очень интересный. Таких сопоставлений можно проводить очень много. Дальше. Ну, тоже хорошее направление работы в современной школе, это, конечно, на уроках русского языка, можно на уроках родного языка привлекать такой материал. Пословица новая, а мудрость старая. Понятно, что современное речетворчество очень активно, бурно. Сейчас такое буйство, да, такие словесные стихи, реклама очень активно развивается. Сравнение старых пословиц и новых пословиц снова позволяет нам показать, что вот это вот отношение к вечным ценностям, к каким-то качествам, оно в принципе неизменно. Кто старый нагуглит, тому глаз вон. Какая здесь пословица? Кто старый славяне, тому глаз вон, да, смотрите. Дальше. Комментов боятся просто не писать. Волков боятся в лес не ходить. Как твикнется, так и откликнется. Да, совершенно верно. Люди пашут, он по клаве машет. Смайлик без причины признак дурачения. Да. Где можно найти вот такие пословицы? Понятно, что бескрайние просторы интернета, а еще есть замечательный словарь Вальтера и Макиенко, называется «Антипословицы русского народа». Он есть в широком доступе в интернете, можно покопаться и найти такие интересные пословицы. Вот работает, да, вот наше мышление, оно такое вот цепляется за какие-то вот интересные моменты. Понятно, что вот все это внешне, да, вот наносное на гугле, комменты, твитница, новые модные словечки, а содержание-то не изменилось. Здесь снова говорится о том, что нельзя быть поспешным, надо отвечать за свои слова, надо прощать, быть милосердным и так далее, и так далее. Пути адаптации материала. Как сделать так, чтобы материал, содержание урока стало ближе моим ученикам? Ну, здесь очень много разных способов. Первый прием адаптации материала – это, конечно, переосмысление культурных концептов, перенос их в новую реальность. Недавно на экраны, российские экраны, широкий прокат, вышли фильмы «Конек-горбунок», мультфильм «Душа» и «Последний богатырь». Дети ходили, с восторгом рассказывали, как они ходили. Я сама со своими детьми ходила и смотрела, и некоторые из них мне очень понравились. Понятно, что это интересно детям. А давайте мы это возьмем на урок. А как? А давайте свяжем домашние задания с уровнем. Например, первый уровень сложности домашнего задания назову «Конек-горбунок». Там будут несложные задания. Например, по литературе можно, да и по русскому языку можно предложить. Конек-горбунок, сказочный персонаж. Задания будут несложные. Это для тех учеников, которые пока не уверены еще в своей осведомленности, подготовке. А второй уровень – душа. Здесь можно предложить вопросы о нравственном содержании. Какие качества проявляет герой?
Какие мысли и чувства вызывают у вас то или иное произведение? Вот этот уровень, например, тестового задания «Душа». Третий уровень. Ребята, а кто хочет сегодня выполнить самое сложное задание? Там несколько рук. Ребята, последний богатырь. Здесь от вас потребуется выдержка, сила духа. Вот вы можете взять последний богатырь. Ну, понятно, что ему и интересно, и мотивация повышается, а еще они все-таки могут выбрать. Если ребенок пока еще не готов взяться за самые сложные задания, он возьмет конек-горбунок. Ему интересно, Вот такой вот игровой момент можно включать на уроке в школе. Второй способ адаптации материала – это, конечно, межпредметные связи. Сегодня мы говорили о том, что самая близкая связь – это живопись, слово, музыка. Понятно, что в нашей республике поликультурной, полиязычной я привлекаю картины, музыкальные произведения мастеров наших, да, которые работают в республике. И, конечно, концепты башкирской культуры должны звучать. Потому что, как я уже отметила, многие мои ученики говорят по-башкирски, знают башкирскую культуру и литературу. Например, картина «Курай. Песня земли» художницы Мазитовой описывает, мои ученики-музыканты, они в восторге, они сами на курай сыграют, то есть на урок приходит настоящий ученик-кураист, он играет, наблюдаем, рассматриваем вот эту картину, и, конечно, объясняем смысл названия, почему «Курай» — это песня земли, о чем поет кураист. Здесь вот такой можно развернуть интересный разговор, очень интересно можно говорить. И, конечно, личный пример прежде всего. Если любишь свой предмет, если заинтересован предметом, то дети проникнутся вот этим увлеченным отношением. Вот здесь на фотографии в 2018 году удалось сфотографироваться с президентом Института русского языка Виталием Григорьевичем Костомаровым. Это светило. Такая личность в отечественной филологии. Для меня это была большая честь. Когда я выступаю на конференциях, рассказываю ученикам о том, что выступила на конференции, а вот статья, ребят, посмотрите, они видят перед собой живого автора и думают, как интересно, оказывается, творить тексты может обычный земной человек. Наверное, я смогу. И вот здесь как раз мы реализуем желание создать какой-то материальный продукт, остаться в истории, потому что печатное слово для многих из них имеет какую-то такую непререкаемую ценность. Они же говорят, я вот это прочитал, значит, это и есть. Так же написано в книге, там же напечатано так. То есть печатное слово – это авторитет. Поэтому создаем печатные тексты. Вот. Можете посмотреть, уважаемые коллеги, как это выглядит. Конечно, надо, чтобы все это было цветное, яркое. Здесь уж цветной принтер обязательно мы будем привлекать. Разделы здесь разные, начинка разная, в каждом классе она отличается. Но я люблю свою работу, и эта тема для меня самая-самая интересная. Я считаю, что в этой теме неисчерпаемые возможности. Этой темой можно заниматься всю жизнь. И если удается вовлечь учеников в этот интересный разговор о русской культуре, о русском языке, то, наверное, наши уроки проходят не зря. Потому что конечная цель наша – это воспитание всесторонне развитой личности. Конечно, нас с вами загнали в такие жестокие рамки, подготовь к ЕГЭ. Но это не должно стать нашей целью, нашей проблемой, нашим наказанием. Учителю самому приятно, ученикам приятно и радостно, когда на уроке мы создаем что-то интересное, яркое, душевное, важное, ценное. То, что выше, чем ЕГЭ, и всегда останется в сердце, в душе. Они рассказывают об уроках родителям, делятся в соцсетях. Содержание моей методики вы можете посмотреть на моем персональном сайте, сайт учителя русского языка и литературы Мулгалиевой Лилии Канал.
Если вас заинтересовала моя методика, мой подход, то на моем сайте есть книги, например, «Русский язык, диалоги культур». Вы можете посмотреть разработки уроков, работу над концептами. Я думаю, что многие из вас работают в рамках этого направления, или ваши коллеги работают. Согласитесь, это очень интересно, это очень интересно. А еще, когда я говорю о писателях нашей республики, о писателях нашей страны, например, Касым Кулиев, Назар Нашми, Мустай Калим, очень легко говорить и очень важно говорить о том, что мы узнали этих замечательных писателей во многом благодаря русскому языку, русскому слову. Мы же читаем их в переводе на русский язык. Вот она сила, мощь русского языка, которая объединяет представителей разных культур. Вот если эту мысль мы проводим на уроке, то мы с вами пропагандируем русский язык. А наша с вами задача, учителей, продвигать его в мире, расширять его пространство, так, чтобы наши ученики тоже пошли и пропагандировали русскую культуру и русский язык. Вот. Приглашаю на свой сайт. У меня есть и страничка ВКонтакте. Страничка ВКонтакте называется «Диалоги о культуре». Мои ученики выкладывают домашние задания, беседуют на разные вопросы. Это тоже важно. Осваивать новые пространства, новые платформы. Все способы хороши. Главное погрузить детей в эту интересную творческую работу. На этом я завершаю свой разговор. Надеюсь, он был для вас интересным. И, конечно, приглашаю к сотрудничеству, приглашаю любить лингвокультурологию, которая для меня интереснейший такой научный предмет. И нахожу отдушину, занимаясь наукой. Спасибо вам за внимание.